Нашей студии. Это председатель ассоциированной сети школ с изучением китайского языка Республики Винокурова Юлия Руслановна. Доброе утро. И директор якутской школы Тайцзи Юань Кобякова Светлана Тимофеевна. Доброе утро. Юлия, первый вопрос, наверное, к вам. Какую функцию несет в себе вот эта ассоциация, да, сети школ, и к чему вы хотите достичь? Для начала я, наверное, расскажу об истории создания нашей сети школ. В 2017 году мы создали эту сеть школ при поддержке Института Востока, Северо-Восточного федерального университета и при поддержке Якутского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы. Вот с этого момента наша история началась. Самая главная функция нашей сети это является консолидация сил школ нашей республики в преподавании китайского языка. Вообще сколько школ, вот, где преподают китайский язык? Сейчас насчитывается 13 школ по всей республике. А в чем вот функция вот этой сети школ? Дело в том, что преподавание китайского языка достаточно сложно, поэтому существует очень масса вопросов по этому поводу. И, конечно же, для того, чтобы решать эти вопросы, нужно нам объединяться, как-то сплотиться в этом вопросе и создавать более благоприятные условия для наших школьников, для того, чтобы этот язык был доступен. Вообще, вот чувствуете интерес к китайскому языку за последнее время, он увеличивается или остается на том же уровне? Есть ли желание у наших школьников изучать китайский язык? Безусловно, увеличивается желание школьников тоже с каждым годом. И, скажем так, сами ученики, они прекрасно чувствуют, что этот язык, наряду с английским, станет актуальным в момент их выпуска. Вот вы планируете фестиваль китайского языка. Что это за фестиваль? Я так понимаю, он проходит не первый уже год. И кого он объединяет? Это уже 4-й республиканский фестиваль китайского языка и культуры. Он у нас тоже начинается, скажем так, с 2015 года. Первый республиканский фестиваль, он прошел в Верхневилюйском улусе. Вот как раз мы сейчас видим на экране фотографии этого фестиваля. Это на базе 26-й школы. 3-й был в селе Ой. И вот уже 4-й республиканский фестиваль пройдет на базе 33-й школы. К этому мы активно готовимся уже в эту субботу, 16 марта, в 10 часов. Уже в эту субботу, завтра, да, получается, будет? Да. А кто будет участвовать? Дети, педагоги? Заявки можно ли успеть еще подать? Или уже, в принципе, лист окончен? К сожалению, заявки уже собраны все. Участие будут принимать школьники, которые изучают китайский язык, которые уже владеют на определенном уровне, которые будут участвовать на разных конкурсах. Это инсценировки, это песни, это ораторское мастерство, каллиграфия. Светлана Тимофеевна, вот все-таки еще же планируется турнир по тайцзи, который пройдет в рамках этого фестиваля. Да. Что это за турнир и кого он объединяет? Турнир по тайцзи-тянь, то есть название само за себя говорит, то есть это спортивный турнир, в котором примут участие все те, кто пожелал участвовать, и те, кто занимается именно тайцзи-тянь и ушу. Турнир у нас в рамках фестиваля проводится второй раз. Первый у нас прошел в селе Ой в Хангаласском улусе в прошлом году. И второй раз нынче вот спасибо ассоциированной сети школ, что поддержали эту идею. И обществу российско-китайской дружбы тоже огромное спасибо. Когда вот я вышла к ним с предложением провести вот в рамках фестиваля, ну не только по каллиграфии, языку и так далее, да, то есть чтобы дети стремились изучать искусство, ну, не только язык, но и через боевое искусство тоже культуру Китая изучали. И вот я вышла с таким предложением, чтобы включили турнир в состав фестиваля. И вот организаторы пошли навстречу, мы второй раз проводим. Нынче он состоится в Якутской городской национальной гимназии. В воскресенье с 10 часов. И, пользуясь случаем, хочу пригласить жителей нашего города прийти посмотреть. Будет интересно. А вот в вашей школе, да, вот я точно не выговорю это слово, буду сокращенно называть его тайцзи, да? Хорошо. Вы кого больше понимаете? Школьников, взрослых или, наоборот, только молодых? Тайцзи все возрасты покорны. Каждый в любом возрасте может найти для себя что-то, ну, интересное. И в нашей школе занимаются люди возрастом от 7 до 70+. А в чем отличие это от других каких-либо боевых искусств восточных? Ну, во-первых, это китайское боевое искусство. Потом тайцзи-тянь – это направление ушу.
которое является внутренним боевым искусством, то есть там развиваются не столько физические качества, то есть они тоже развиваются, конечно, да, но и энергия, внутренняя энергия человека. Вот больше акцент на этом. И поэтому человек, который занимается тайцзи в любом возрасте, можно начинать, он чувствует себя здоровым, оздоравливается и, в общем-то, до глубокой старости может ощущать себя бодрым, молодым, здоровым. Спасибо большое за то, что так позитивно завершаете наше утро. Хочется пожелать удачи в проведении вашего фестиваля, больше активных, интересных участников и, главное, традиционности, чтобы эта традиция не прервалась. Спасибо. С вами, дорогие друзья, не прощаемся. Буквально после небольшой рекламной паузы к вам присоединятся мои коллеги Алексей Лукин и Пелагея Буртахова, которые продолжат эфир. Я же с вами прощаюсь на неделю. Увидимся с вами через неделю. А на следующей неделе моя коллега Ларина Сукуева продолжит эфиры нового дня. Всего вам самого доброго, отличных выходных. Пока.